Добрый день, уважаемые земли, шановные гости. Я вижу, рады всех бачить, Лариса Сергеевна. А их все проводят, не бачат, смотрят дом назад. Ну и хотел бы я вам рассказать про успехи нашей белорусской археологии в глубине архитектуры. И тема моего доклада так и называется. Значит, дословно. Да, нет, это не название. Это не то. Это иллюстрация. А назва доклада, значит, стоп, что-то... Я просто диктую вторую. Тут разобраться. Помню. О, дякую. Так, значит, история архитектурного и археологических доследований в Беларуси в конце 19-го, початку 21-го століття, значить, 92-й, 2012 написано год, но я довел до 18-го, так что еще 4 года. И это мається на увазі дослідження вже на території незалежної нашої країни, яка вже не БССР, а Республіка Білорусь. Ну і починаємо хронологічним порядком. Довгий час архітектуру 11-12 століття археологи не вивчали. А поздні розкопки були ще 70-ті, 80-ті роки, і працювало там шмат відомих советских и русских археологов, починаючи з Воронина, це експедиція в Гродно, потім шмат годов працював Каргер змінив Рокопор, ну и мне довелось так само попрацовать на некоторых помниках. Я проводил раскопки Калужской церкви в Гродно, удалось мне найти оборончие стены гродненские 12 століття, терем княжеский или форум или палац Гродно. Так само в Новогрудку я доследовал церкву Борисоглебскую 12 століття, Витебскую Добровещенскую церковь. Это уже мои авторские раскопки, а так само Бельчевский монастырь у Полоцка. И вот литерально опошние годы вновь вернулись к Спасо-Ефросиньевской церкви, уникальному помнику светлого значения. Война захватывала социалку от верха до низу, это уникальная сделка 12 століття. Ну и сдавалось, что все переверили. Перші дослідчики були ще у першій половині 20-го століття, це Бревнов, потім Хозєров, після Хозєрова до Перепинок, дослідував Попов, Штемпель, ну і так далі. І ось у сумі з реставрацією, а там проводиться реставрація фресок, затікає фундамент подмурок, почалися дослідження і знайшли уникальные речи, по якій ніхто навіть і не мог здогадуватися, що, оказывается, вокруг церкви були галереї, були прибудови, аркасолі, пошло і поїхало. І це от ілюстрація з артикула Торшина. Торшин – это специалист с Питера, Денис Дук – это Полоцк, Коц – Полоцк, Зыков, по-моему, так само с Питера. И вот они дали наши исторические часописи уникальные публикации. И вот то, что они раскопали, я вот переснял, вам показываю. Значит, тут и бюровка, и тут решки вот с этой боковой галереи. Давайте, тут снова есть мясо. Идем дальше. Вот это то же самое, только снято с другого ракурса. Значит, что удалось найти, никто навіть не подозревал, что, оказывается, такая маленькая эта церква, и главное, что она мает за всех боков галереи. Такие самые, те количество я скопал Каргер, Побучу, в великом храме Полоцких епископов. Идем далее. Вот это они дали уже план. Вот сама церква, какая стоит, а вот это реконструкция, что было в 12 столетии вокруг. И тут уже аркасолі поховали. Вот что, они нашли две аутентичных печатки Ефросиньи Полоцкой, одну парадную, одну студенного называния. Две. Так что, конечно, это открытие, сказал такого, европейского, сусветного масштаба. Дальше. Вот это их новая конструкция, какая розница от реконструкции Штемпеля и Рокопорта. И главное, что они уже намалевали вот эту галерею
враховую, як ви знайшли. Йдемо далі. Гродно так само, архитектуру 12 століття, годов 20 ніхто не вивчав. И вот при земляных работах в минулом году чисто випадково на трассе наткнулись на еще один будинок 12 століття. Что это пока неведомо. Одни кажут, что это церква, другие сомневаются. Дайте доступный сдымок. Вот, это вот, бачите, Бровка, Плінфа, 12 століття, вот стик. Ну, на мою думку, Марчима это починается нечто на кшталт общины. Да, вот подмурок, до речі, вельми маленький, где-то 40 сантиметров. Треба скрывать, и мы будем иметь еще один помник 12 століття. Далее. Вот. А еще одно открытие заявили реставраторы Спасо-Преображенской церкви в Кельне, Ефросиньи Полоцкой, нашли фреску, где намалевано Ефросинью полный рост, на долоне таймая модель храма. Это фрагмент этой модели священника Кошника. То есть мы маем самый старожитный в Европе малюнок храма 12 століття инситу самой церкви. Это вот кавалочек верхней части, вот это все кокошники, все мы бачим на малюнку 12, ну может быть початку 13 століття. Далее идем. И еще вот нашли уже на месте этого храма, где копал Колесте Краге, кавалок цеглины с планом церкви. Это план, намалеванный на цеглине, вот это боковая галерея. Вот, так что открытия сыпятся, як зерно изобилия. Бачите, чисто випадково подняв чоловік цеглину і бачив, що от. Поэтому добре промалевано, поэтому малевал профессионал. Это не просто нехто черепом пробил. То есть ясно, что это Марчима, ну, помощник архитектора. Вот на своей глине сюда впало, намалевали схему будущего храма. Ну, а теперь вот это. Зараз идут великие работы, раскопки старый замок Гродно, вводят реконструкцию. Ну, я сейчас подойти. Так и вот там, в свой час я там працював на території більше 10 років, було у мене так само цікавих відкриттів. І на основі моїх розкопок заявили план реставрації, 20 і 30 років не було гроші з'явилися нарешті. Повним ходом йдуть роботи, і зараз вирішили обновляти на 16 століття, коли там був королівський замок Стефана Баторія. І от знайшли цеглу з колоннами. Таких цеглин шмат. Оказывается, традиция ставить знаки на цеглу не померла в 12-13 столітті, а это Вітовт, якраз Вітовт этот замок і збудував, то есть сюда Баторія. І от ми бачимо колонни, от даючи площадь, тут не так любили, подарили пластики. Вот, это тоже открытие, сказал такое. Такая с ножки, такая неожиданная. Я и кажу, пошел. Да, тем не менее, вот крыласная, вот такая. Идем далее. Вот, Кревский замок. Я так само в свой час с Качевым копали Кревский замок, а нашу традицию зараз перейняв археолог Олег Тернович с Академии наук. И он раскопал и копает далее вежу Кревскую. Ну и вот он там нашел, зверните увагу, вот эта цегла Кревского замка, она чем уникальна? Это не початок. Все остальные початки, следы пальцев, тут следы пальцев нема. Я думаю, что эта традиция из Риги пришла. Я лечу, что Кревский замок, я сгоден с литовскими коллегами, что он все-таки збудований ще за Гедеміна Марчина збудував Вітін, той князь, який був до Гедеміна, Вітін, що це не то син, не то брат Гедеміна. І ось ми бачимо цегла вирізана, великих помірів. Вот, следы дождя бачны, но никаких пальцев нема. Это раскопки дерна. Как не кошачьи лапы? Да, нечто подобное, что некий маленький котик пришел. А вот плитки подложи тоже часов 14 столетия, часов Альгерда. Это такая подлога была у вежи, вот это княжской вежи, при этом есть версия, что она не одразу была, и ее пробудовал Альгерд, потому что Альгерд потом отоймал замок домен, и Кревское княжество было его доменом. Вот такая подлога. Далее. Вот. Еще одни открытия в Кафлярства заявили наши археологи. Это раскопки
Лучно, это сядиба под Полоцком, и нашли уникальную кафедру, это трифолий. Квадрофолий, велизарные подписи. А я веду только один трифолий, задрукованный Зигмунтом Блогером, энциклопедии початку 20-го століття. А ось, коли Марат Климов знайшов дві печки, і от ласкава давня ілюстрація, ми бачимо, что квадрофолии были под Полоцком, ну это где-то 15-е, Марчима, самый початок 16-го. Тоже уникальное открытие. Вот это реконструкции печек, сделанных Маратом, якобы прикладно лежали декабля, вот такая комбинированная печка, колеласная. Вот еще одна печка, это так самая его реконструкция, ласкава мне предоставила. За что ему участвовать. Далее идем. Далее еще один готичный помник открытый, это Александр Кушневевич, рядомный так самый археолог, вот, мой ученик, я горжусь тем, что это специалист один из самых доследственных, и он доказал, что в Ашмянах был готичный костел, а потом на его месте побудовали больше поздний, вот подмурок готичного костела, мы бачим техника. Велизарная камериця, але вельми мало, то есть это якраз тянет на 15-е століття. Так, далее идем. Вот это, кажется, конструкции внутри лежа Скопана и Дерновичем. Бачим, что дубовые брехты гнили, однако следы остались. Вот тут лежа бачим, народ бачим древо. Видать, это брус был все-таки обтесанный. И вот и он нам дал такие раскопки дерна. Идем далее. И вот Дернович Кельмис нашел. Уникальная штука. Ну, прикладно 14-е, второй для Кельми. Ну, вот, цельники добре заховалось, колевашки и так далее. Вот. Еще один уникальный помник, раскопанный очень недавно, это Ирина Ганецкая, человек, который професійно копає архітектуру шмат городов. Это палац Радзивиллов, побач Бюрским замком. По основанию этого палаца никто не ведал. Вот на этом месте, на этих подморках поставил свой палац апошкий владальный князь Святополк Бюрский. И выросший этот палац обновить, почали копать, оказалось, что под палацом 19-го, початку 20-го, і весь будинок конца 16-го, який, ну, нижние поверхи вельми добре датуються, це саме конець 16-го століття, раскопки Ірини Владимировны Ганецької. Далее Полоцк. В Полоцку зараз вельми шмат працює місцевий археолог Олександр Соловйов, і він вивчає комплекс коллегиума иезуитского. И вот он там нашел шмат находки, черепицы, склеивали. Тоже з'ява довольно редкая, оказалось, что весь шмат это 18-е століття. Так что клеены были не только на цегле и знаки, а и на доход. Тоже уникальная такая вещь. 18-е століття, далее. Вот. Еще один уникальный помник раскопанный Ганецкий, это замок Глузкий. Она копала его больше 10 годов. Это помник, я бы сказал, Ренессанса и эпохи барокко, это 16, 17, 18 століття. Но дерев'яні конструкции, які гнили, як у крепе, это уже 17 століття, пазы от этих конструкций. Так, идем далее. Все. Таким чином, подведем вынести, что за эти 20 годов наша археология архитектурная, как кажется, шапка не спала. У нас есть уникальное открытие и период византийский, 12 століття, и готика, и ренессанс, и барокко 18 століття. То есть есть масса доследований уникальных, сделанных нашими археологами. Эти доследования протягиваются. И я сподіваюся, что когда будут финансы, раскопают вот это новый помник Гродно, и мы будем иметь новый, чим церква, а може ще ніж. Ну, понятно. Тому, коли є питання, я задоволений.